приветствовать вас и приглашаем к участию в работе нашей стажировочной площадки. Надеемся, что накопленный педагогами нашего сада опыт будет вам интересен и позволит вам более эффективно решать вопросы этнокультурного развития детей дошкольного возраста. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Горбачева Анна Борисовна. Я являюсь старшим воспитателем МАДУ детский сад номер 77, а также координатором стажировочной площадки по модулю «Разнонаправленное этнокультурное развитие детей дошкольного возраста в условиях детского сада». На целях и задачах мы с вами останавливаться не будем, поскольку они достаточно подробно описаны в плане, который мы прикрепим к этому видео. Но нам бы хотелось пояснить, почему мы взяли данную тему, почему именно разнонаправленное этнокультурное развитие. Так уж сложилось, что на протяжении многих лет МБДУ детский сад номер 80, а ныне МАДУ детский сад номер 77 приоритетным направлением деятельности считал разностороннее этнокультурное образование детей дошкольного возраста. То есть это не только изучение коми-языка, но и погружение детей в традиции, быт и культуру коми-народа. Поэтому, выбирая данную тему, мы понимали, что у нас действительно есть что показать. Но прежде чем познакомить вас с преподавателями стажировочной площадки, наши уважаемые коллеги, мне хотелось бы представить вам небольшую историю нашего детского сада, по которым сложилась данная специфика. Детский сад номер 80 был основан и принял первых ребятишек 21 августа 1968 года под руководством заведующей Чужмаровой Кристины Павловны. В 1992 году приобрел статус коми национального детского сада с углубленным изучением коми-языка. Основными направлениями образовательной деятельности стали обучение коми-языку детей 3-7 лет, знакомство с традициями и самобытностью коми-народа. Для погружения воспитанников в атмосферу быта народа коми в дошкольном учреждении был создан музей Коми-Керка, Коми-дом. За период с 1992 по 2014 годы музей Коми-Керка был обогащен экспонатами с разных уголков Республики Коми, бережно собираемые работниками, родителями воспитанников и выпускниками ДО. Музейно-образовательная программа Коми-Керка, разработанная Ириной Николаевной Набиуллиной, учитывала требования историко-краеведческих направлений. В названии программы звучит слово «керка» – «дом», как отражение целого мира народа коми, его истории, культуры, традиций, выраженная в формуле «дом плюс семья равно родина». В детском саду до сих пор ведется активная работа по формированию языковой среды для изучения коми-языка. Педагоги совместно с детьми изучают коми-фольклор, играют в коми-подвижные игры, разучивают коми-песни, изучают искусство, литературу и традиции коми-народа. Итак, уважаемые коллеги, теперь вы понимаете, что основной задачей нашего детского сада на протяжении уже более 30 лет является сохранение основ духовной и материальной культуры коми-народа. Ну что ж, пришло время познакомить вас с нашими преподавателями. Чолы малатьяныс виде дышат, шижимдас шижимат карса кага, челя виджан садьян. Здравствуйте! Вас приветствует МАДУ детский сад номер 77 города Сыктывкар. Меня зовут Паначева Татьяна Юрьевна. Я являюсь музыкальным руководителем и уже 12 лет работаю с детками. На протяжении многих лет я приобщаю детей к культуре коми народа.
Учу их играть на коми-музыкальных инструментах, это такие как шуршар, зильзёль. Учу петь коми-народные песенки, где мы вместе с инструментами играем во время пения. Также разучиваю с ними элементы фигуры коми-народных танцев. Совместно с педагогами мы проводим мероприятия, связанные с традициями и культурой коми-народа. Это такие мероприятия, как чомыр, рыбпук. Воспитанники нашего детского сада ежегодно становятся лауреатами коми-национального городского фестиваля «Ышка-мышка», где не только заслуга детей, которые выступают и показывают себя на сцене, но также активно участвуют в этом и родители. Также мы часто посещаем Центр коми-культуры города Сыктывкара, где также детки показывают себя и поют на коми-языке. Тесно сотрудничаем с организациями, которые продвигают культуру коми-народа в массы, где дети не только показывают свое творчество, но и также знакомятся с историей и традициями нашей коми-земли. Такими организациями являются Дом дружбы народов города Сыктывкар, Коми-национальный музей и библиотека имени Маршака. Дорогие коллеги, надеемся на наше плодотворное сотрудничество и что наш многолетний опыт работы будет полезен и интересен для вас. Став бурса! Аджишлытыч! Здравствуйте, уважаемые воспитатели, педагоги, наши коллеги. Меня зовут Нестерова Вероника Николаевна. Я работаю в детском саду номер 77, педагогом по рисованию. В 1996 году я закончила Сыктывкарский педагогический колледж, а в 2000 году Государственный Удмуртский университет, кафедра изобразительного искусства. И с тех пор я связывалась работу свою только с творчеством. Основным приоритетным направлением своей работы считаю приобщение детей к коми-традиционной культуре, а также изобразительному искусству. На своих занятиях я стараюсь знакомить детей с различными видами декоративного прикладного искусства Республики Коми. Мы работаем с разными материалами, берестой, кожей, знакомимся с росписями. И основными росписями, которыми мы хотели бы вас познакомить, это Низинская, Пижемская и Верхневичегодская роспись. В нашем детском саду созданы замечательные условия. Это и изо-студия, и музей, где есть предметы, и дети могут познакомиться с ними лично. Хотелось бы с вами поделиться своим 24-летним опытом работы по ознакомлению детей с искусством. Мы тесно сотрудничаем с институтом КРИРО города Сыктывкара, где с помощью методистов были изданы с нашей работой 3 замечательных пособия по знакомству детей с росписями. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Сыктывкарским педагогическим колледжем имени Куратова. Студенты со всех районов нашей республики перенимают наш опыт, так же, как и слушатели курсов повышения квалификации. Очень долгое время мы сотрудничаем со средствами массовой информации, детским и молодежным журналом «Йолога», где мастер-классы могут увидеть дети, а также педагоги нашей республики. Мы очень рады приветствовать вас и хотим поделиться своим опытом с вами, наши коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Каракчиева Екатерина Валерьевна. Я воспитатель детского сада номер 77 города Сыктывкара. В 2003 году окончила Сыктывкарское педагогическое училище номер 2. По образованию воспитатель с дополнительной квалификацией коми-языка и литературы. В детском саду я работаю с 2003 года, и общий трудовой стаж составляет 17 лет. Имею
высшую квалификационную категорию. Научиться говорить на коми-языке – это не только выучить слова и выражения, научиться жить в другом культурном пространстве. Успех обучения коми-языку зависит от того, насколько заложено в коми-разговорной речи в дошкольном учреждении. Чтобы процесс обучения коми-языку был доступным, занимательным и интересным, я использую в режимных моментах различные дидактические игры, словесные игры, художественную литературу, ну и многое другое. Обучение детей коми-языку проходит в нашем детском саду в виде бесплатного кружка. Чтобы интерес к коми-языку не иссяк, я применяю и использую интерактивные дидактические игры. С помощью ИКТ воспитанники более охотно воспринимают новые коми-слова или же закрепляют их. Более подробно мы с вами остановимся на проблеме обучения детей коми-языку на заседании стажировочной площадки, которая будет посвящена этой теме. Скоро встретимся, уважаемые коллеги. До свидания. Адишлитач. Здравствуйте, меня зовут Ирина Николаевна. 18 лет я занимаюсь детским краеведением. Я сама выросла в этой республике, люблю ее историю, традиции коми-народа и стараюсь привить эту любовь и уважение нашим детям. В нашем детском саду есть необычное место – наш музей. Пройдет и 100, и 200 лет, и 300 лет пройдет, и каждый снимок и портрет, любая вещь, любой предмет здесь сохранит народ. Вот и мы бережно храним наши предметы, наши экспонаты и с любовью называем наш музей Коми-Керка, Коми-дом. В своей работе я стараюсь придерживаться принципов музейной педагогики. Один из главных принципов гласит о том: я слышу и забываю, я вижу и вспоминаю, я делаю и постигаю. И отсюда исходит следующий принцип музейной педагогики – видеть руками. Мы даем возможность каждому ребенку потрогать предмет, попробовать его на ощупь, почувствовать тепло мастера, его рук. И почувствовать также энергетическую информацию, узнать ее, которую источает этот предмет. Я на протяжении нескольких лет сотрудничаю с Институтом развития образования Республики Коми и занимаюсь разработкой методических пособий и рабочих тетрадей по краеведению. Совсем недавно на базе лаборатории национальных проблем Института развития воспитания и образования Республики Коми была издана новая программа, парциальная программа «Детям по Республике Коми», где я являюсь одним из авторов. Я надеюсь, что наш опыт, наши практические наработки помогут вам внедрить национально-региональный компонент наиболее ярко и